Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, давайте посмотрим такую тему на песке. Каким будет ваш будущий супруг, либо ваш будущий партнер, мужчина, который составит вам идеальную пару? Каким он будет? Все, что расскажет о нем песочек. Загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, какого мужчину мне ждать, каким он будет для меня, для жизни и, в принципе, какой он человек. Настраивайтесь. Если вы готовы, я уберу Назар. Попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Девочки, общая отсыпочка, поэтому понимаете, что где-то информация может варьироваться. Но если вы попали на эту отсыпку, значит, вы должны были все это услышать и узнать. Каким будет мужчина, будущий муж, спутник жизни? Каким он будет? Что ждать от него? Так, интересный мужчина, интересный. Но здесь два человека. Два, смотрите, один и второй. Здесь мужчина вышел с тростью. Это может говорить о том, что это человек очень высокого положения, благородный человек. А может и в прямом смысле говорить о том, что человек, например, не молод и нуждается в поддержке, да, вот в дополнительном, скажем так, приспособлении, таком как трость. А может быть у человека, например, какие-то проблемки со здоровьем, и он вынужден будет в этот момент вашей встречи, знакомства опираться на трость. Давайте я начну с этого человека, потом ко второму придем. Человек был в браке однозначно. У человека за спиной разочарование. Разочарование, тяжелый брак. Этот человек, скорее всего, не с вами где-то рядом находится, либо он из какого-то большого города, мегаполиса, может быть, из какой-то, я не знаю, страны огромной, богатой. Человек при должности, при достижении. Человек, знаете, такое впечатление в жизни, как будто бы несколько раз в один момент все терял и заново приобретал. Через испытания прошел. Нелегкая жизнь у этого человека. Есть люди вокруг него, но он глубоко одинокий человек. Вот он прям себя ощущает. Одиночка. Одиночка. В поисках родной души, родного человека. Вы знаете, он не столько любовь ищет, сколько родство душ. Этот человек не будет смотреть на вашу внешность, там, на формы, на возраст, там, на прочие, да, составляющие. Ни на что посмотреть не будет. Он посмотрит вам прямо в душу и поймет, что это вы. Вас этот человек будет немножечко, как, знаете, напрягать, да? Побаиваться вы будете этого человека. Почему? Да потому что у кого-то разница в возрасте будет, у кого-то будет действительно разница в статусах, у кого-то проблемой, может быть, будет язык. Причем, знаете, как, может, вы девушка простая, да, из маленького городка и не умеете правильно там красиво говорить, как по телевизору, да, допустим, а он там человек там профессионально там умеющий разговаривать, да, либо человек, там, который лингвист, да, вот, хороший такой вот у него спич правильный, и вас будет всегда это смущать. Вы знаете, как будто вы будете всегда чувствовать, что вы разные, 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 разные. У кого-то, может быть, человек будет владеть языками другими, да. То есть почему-то идет какое-то чувство от этого человека ущербности, то есть это ваше чувство будет. Ни в коем случае не идите на поводу у своих вот этих вот чувств, да, которые будут вам все перебивать. Понимаете так. Этот человек, он располагает и деньгами, и возможностями. Вокруг него, ну, женщины просто там, не знаю, табунами ходят. А он выберет именно вас, потому что он увидит вашу душу, прекрасную душу. Вы понимаете, вот какая бы вы ни были, там, заспавшаяся, там, некрашенная, там, только-только там с постели встала, он будет обожать и любить вас любую. И этот человек,
он очень будет деликатный и тактичный, будет носить вас на руках. Отличительной чертой этого человека будет наличие вот трости, да, и, скорее всего, у него будут какие-то, ну, не знаю, там, седые кудри благородные, что-то вот такое с сединой будет связано. По поводу лица, так скажу, он не худыш, он в теле мужчина, но и не пухляж. Понимаете, такой вот весь из себя. Хороший мужчина, понимаете, хороший, благородный, надежный мужчина. От него прям веет такой силой и благородством. Хочется сказать, царь зверей пришел. Вот такой вот он. Харизма, конечно, тут сумасшедшая, зашкаливает. Но он такой сдержанный, он такой, знаете, чистоплотный, аккуратный, весь с иголочки. Очень обладает каким-то изысканным вкусом. Вы знаете, с ним ваша жизнь, она полностью перевернется. Полностью перевернется. Человек, смотрите, видите, даже вот я вам наперед забегу, да, вот если с этим мужчиной мужчина растет, видите, мужчина вышел, то с этим мужчиной женщина преображается и становится такой прекрасной леди. Знаете, что вы будете вхожи в самые лучшие, там, я не знаю, дома, рестораны, магазины, паблики, то есть как-то вот прям в элиту как будто бы войдете, да, вот этот момент. То есть высший класс, я не знаю, как это правильно сказать. Но если вы, например, привыкли покупать одежду там с рынка, либо с каких-то там аутлетов, да, то с этим человеком у вас будет люксовая жизнь, да, какие-то особенные там эксклюзивные вещи, бутики, какие-то дорогие украшения. Вам придется очень многого выучить, узнать и про этикет, и про форму одежды, какие-то, может быть, новые правила, условия. Здесь будете психовать. Сразу предупреждаю, будете психовать, будет все время желание все бросить и жить своей жизнью, как привыкла, как хочу. Девочки, конечно, да, каждый человек индивидуальность и не должен уходить вот эти зажимы и рамки. Но отнеситесь к этому с другой стороны. Это не зажим и рамка, а возможность посмотреть жизнь под другим углом, чему-то новому научиться. Понимаете? Облагородиться. То есть я сама такой человек простой. То есть я не кушаю там с ножом и вилкой дома. Честно вам признаюсь, и даже не дома. Вот если куда-то и выхожу, то, ну, правда, вот я за удобство, я за комфорт. Хотя понимаю, что, в принципе, может быть, где-то я не права. Но, с другой стороны, может, я и в таких особых местах-то не бываю. Поэтому я вас тут прекрасно понимаю, но отнеситесь с пониманием. Вы и для себя это делаете, не только для него, но и для себя. Вы будете расти сами в своих глазах. Просто передо мной прекрасная леди, понимаете? Вы превратитесь в эту леди. Леди такая, знаете, люксовая, которая вот привыкла там, не знаю, либо живет в лакшери условиях. Вот этот момент я у вас вижу. Еще я вижу много путешествий. Путешествий, каких-то вот поездок в необычные места, в необычные какие-то, может быть, какие-то вот прям страны. То есть вы себе даже и намечтать не могли вот таких путешествий. Если вы девушка, которая еще желает детей, родится ребенок. Вот он, маленький, вышел ребенок. Это либо девочка у вас будет, но девочка такая, знаете, боевая, с мальчишеским характером. Если мальчик родится, то будет либо каким-то вот публичным деятелем, больше, знаете, какие-то артистические нотки. То есть он себе будет совмещать две энергии, мужскую и женскую. Это хорошо. Если у вас есть детки от предыдущих браков, они не будут брошены. И знаете, даже не пытайтесь вот подумать, что будут помехой. Наоборот, если вы будете отделять своих детей, например, от вашей, например, жизни с этим мужчиной, чтобы там, ну, мало ли что случится, да, чтобы там помеха там, либо там мужчина будет недоволен, ни в коем случае так не думайте. Потому что этот мужчина, полюбив вас, он полюбит и вашу семью, и ваших близких. То есть помеха никогда ничего не будет. Так, еще момент важный, который я хочу отметить, именно связанный с этим человеком. Благодаря этому человеку у вас в жизни появится дело всей вашей жизни. Да, если можно так сказать, тавтология, конечно, но тем не менее. Вы займете какую-то то ли должность, то ли дело какое-то возглавите. Больше связано как будто бы с какой-то благотворительностью, либо помощью, волонтерством. То есть
у вас появятся и возможности, и средства, и желание публично участвовать в жизни, там, например, тех, кто, ну, скажем, кому не повезло, да. И это могут быть как и люди, так, например, и животные. То есть здесь какая-то работа по душе, по призванию, очень благородная, да, вот прям хочется прям поаплодировать вам за ваше будущее, как вы будете помогать, например, другим. Очень неплохой вариант. Когда произойдет встреча, я вам здесь на песке не скажу, но скажу так, что это мужчина, это вот прям как награда идет. Он идет наградой, такой суперприз, джекпот, вот как хотите, если можно так, конечно, говорить про отношения, но вот идет именно так. Второй мужчина гораздо проще. Вот он, смотрите, какой мальчишка, лихой паренек, хотелось бы сказать. Знаете, такой бунтарь, такой непосредственный. Вот есть такое выражение, да, шило в одном месте у него постоянно. Какие-то приключения, авантюры, чем-то загорается, куда-то бежит, что-то делает. Там полбу получил, потер, назад вернулся. Говорит, да нет, пойду еще там добавки себе получу. Очень неспокойная личность, но очень интересная и очень добродушная. Добродушный человек, открытый. Вот хитрить вообще не умеет. Вот вы его будете считывать на раз, два, три. Он всегда будет удивляться этим вашим способностям. У кого-то, кстати, отыграется, что вы этого человека знаете. У кого-то отыграется, что вы уже там встречаетесь, общаетесь. У кого-то отыграется, что среди ваших знакомых уже присутствует. Вот такая легкая личность. Душа компании, рубаха парень. Открыт. Такой, знаете, вот прям, что на уме, то на языке у него. Здесь, может быть, даже ругаете вы его за вот этот подход к жизни. Но он как ребенок, вот честно. Дети, они как не умеют обманывать. Да? Если обманывают, то это все сразу видно. И вот он такой. Хочется сказать немножечко аферист, но, скорее всего, он, если делает даже какие-то аферы, сам же от них потом и страдает. Вот такая простая душа. Молодой. Он и по возрасту молодой, может быть, младше, чем вы, либо вообще ментально какой-то совсем юный, с таким вот прям задором. Любит, если любит, то всей душой. Он, кстати, да, вот любовь у вас случилась по внешним признакам, понимаете, по внешним. Вот если вот этот смотрит на душу, то этот оценивает прежде всего внешне, потому что, незрелая личность, да, как мужчины оценивают, где там попа, грудь, да, цвет глаз и прочее, размер, вернее, глаз, да. Вот он вас выберет, либо выбрал по внешним признакам, но вы для него заменили всех женщин в его жизни. То есть вы для него не только будете, либо есть любимая женщина, но и лучше, чем мама, да, лучше, чем там сестра родная, бабушка. То есть вы настолько совместили в себе все вот качества. Вот если бы я смотрела на Таро, вот это был бы аркан императрица. То есть женщина со звездочкой, самая лучшая, самая уникальная. Вот вы будете для него такая. Честно скажу, непростые отношения и непростая судьба с этим человеком. Но, с другой стороны, очень интересно будет. То есть у вас как будто бы вот такой взрослый ребенок появится. Девочки, в этих отношениях вырастет этот мужчина. Смотрите, он возмужает и станет мужем, настоящим мужем. Да? Муж не только как спутник жизни, но и как мужчина, настоящий мужчина, взрослый, самостоятельный, который может взять на себя ответственность, который может и заработать, и помочь, и поддержать. Вот таким он станет с вами. Вернее, благодаря вам, да? Благодаря вашему влиянию и вашему какому-то непререкаемому авторитету. Здесь, конечно, готовьтесь, что вы будете главой семьи, главой дома, будете всем раздавать указания, направления, задавать тон. Все будут смотреть на вас. Человек этот без вас, он дойдет до такого состояния, что ничего вообще делать не сможет. Прям будет сидеть и ждать вашей отмашки, скажем так. Если вы будете давать задания, прям будете ему разжевывать, и там, может, на бумажечках писать. Здесь, конечно, нелегко вам придется, потому что какое-то время это все просто начнет раздражать. Здесь я хочу вам пожелать терпения и умения принять человека так, как есть. Я вижу, что любить его сильно будете, прям сильно-сильно. И постоянно будет желание такое, знаете, вот прям, чтобы он стал в один момент вот взрослым, да, либо чтобы больше, может, слушал вас.
Здесь вы ругать его будете, но при этом и жалеть очень сильно будете. А он, знаете, как нашкодивший ребенок. Вот что-то сделает, сразу будет бежать к вам и все это вам рассказывать. Хочу предупредить, у этого человека вот в опасных моментах женщина выходит роковая. Вот если вы заметите что-то, да, что вот какая-то крутится там лиса вокруг него, вы не пускайте дело на самотек, а пойдите вот не к нему, не ему высказывайте, что ты там, смотри, не гуляй, не изменяй, а пойдите к этой лисе и вот прям ей скажите, что давай свой рыжий хвост подальше от моего мужика держи. Вот это будет самое правильное. Потому что он у вас такой робкий, он такой, знаете, вот, ну, задурить мозги любая профурсетка ему может. Вот как-то так. Эта опасность, вот она вышла, видите, такая танцовщица тут вся из себя. Здесь я вас предупредила, я вам сказала. Что касается его прошлого, ну, тут мужчина мог быть в отношениях. Но брака особо я не вижу. А если и был брак, то это вот, как, знаете, по дурости, по глупости, в молодые годы, там, совершенно ранние, там, встретились, поженились, разбежались. Какое-то такое несерьезное было отношение. У него серьезные отношения будут лишь только с вами. И настоящая семья с вами будет. У него даже как-то по семье, да, либо неполноценная семья, либо мама одна воспитывала, либо вообще ребенок, например, жил там с бабушками, с дедушками, да, родители там тяжело работали, либо, ну, у кого-то, может, вообще родителей рано не стало. Какой-то такой момент. Сам себе, в общем, был предоставлен. А в вас он найдет все. И женщину для любви, и женщину для заботы. То есть, как бы, знаете, комбо у него тут отыграется. Здесь, конечно, воспитание, укоры, упреки и в то же время ласка. Все будет. Кстати, вот с этим человеком, вам по судьбе, я не знаю, что-то вот приобретение какой-то, может быть, недвижимости, что ли, либо каких-то вот кардинальных перемен по жизни. В плане, не знаю, там дом построить, да, либо переехать куда-то, да, вот какой-то момент такой идет. Но это вместе вы будете делать, вместе будете строить планы, вместе будете это все делать. Вот эти отношения, они веселые, что тут сказать, они веселые на самом деле. По поводу деток я тут не скажу, вот не вышло, но то, что семья, то, что законный брак, это я у вас вижу. Девочки, в любом случае, смотрите, вам вот по судьбе, да, вот она, коронка вышла, венец, вы в паре как одно целое, общая дорога жизни. То есть вам, кто зашел на эту отсыпочку, по-любому быть и счастливой, и в семье, и с любимым человеком. Все это у вас будет. Попадется ли вам первый, либо второй, я не могу сказать. Но если они вышли, я о них рассказываю. В любом случае, мне этот песок кажется позитивным. И с этой стороны, и с этой стороны. Вы знаете, Бог дает каждому по паре. И вот у вас такие пары будут, хорошие, добрые пары. В любом случае, что там, это про любовь, это про счастье, это про семью. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.